нас очень хорошо оснащены детские садики с точки зрения вот этими электронными образовательными комплексами. В нашем детском саду созданы все условия для комфортного пребывания и успешного развития наших детей. Сделано много, очень много сделано, и Алмази сейчас является, я не побоюсь этого слова, визитной карточкой Мирнинского района. Десять лет назад детские сады Мирнинского района объединились под крыло автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмази». Сегодня в ее составе целых 28 филиалов, одним из которых является детский сад номер 54 города Мирный «Белоснежка», один из образцовых садов не только Западной Якутии, но и по республике в целом. Дошкольная организация действительно уникальная, стабильная, успешная. Ее деятельность характеризует качественное дошкольное образование и хорошая материально-техническая база. Наш детский сад посещает 143 воспитанника. Но в нашем детском саду созданы все условия для комфортного пребывания и успешного развития наших детей. В детском саду расположены 2 зала, спортивные и музыкальные помещения для занятий с детьми, физиокабинет и, конечно же, бассейн. Да, не сказала. Самое главное, что это наши дети, 6 возрастных групп общеразвивающего вида. Наша основная образовательная программа, она включает еще и региональный компонент. Это программы физического и оздоровительного направления, это основы безопасности жизни и национальной культуры. Ну, в жизни у нас очень много перемен, все меняется, и у нас происходят изменения и в образовании. Мы гордимся, конечно, нашими кадрами, это наши педагоги. У нас этот год юбилейный, 10 лет. Вот за этих 10 лет мы заметно выросли. Большое внимание, особое внимание уделяется воспитательной работе и работе с семьей. У нас в этом направлении накоплен большой положительный опыт. С результатами работы по взаимодействию с родителями наш детский сад принимал участие на всероссийской конференции «Детский сад. Территория эффективного взаимодействия с семьей». И наше выступление имело положительные отзывы от организаторов конференции издательства «Русское слово», а также от кураторов самой образовательной программы «Мозаика». Наш коллектив постоянно находится в творческом поиске новых и эффективных форм взаимодействия. И вот что интересно, инициатива в выборе тем и форм сотрудничества во многом исходит от самих родителей. А так как наш родительский контингент достаточно молодой и активно пользующийся информационным пространством, то предпочитает такие формы работы, как челленджи, флешмобы, акции, клуб выходного дня, фестивали и конкурсы. 10 лет – небольшой срок, но за эти годы были достигнуты значительные успехи в развитии системы дошкольного образования в Мирнинском районе. Сегодня здесь трудятся 1300 сотрудников. Алмази объединил все детские сады Мирнинского района, у которых была разная подветственная принадлежность. У нас были муниципальные детские сады, были сады компании «Алроса», были сады, которые принадлежали энергетикам, и вот решением таким были объединены эти детские сады, и было это еще связано с тем, что нужно было получать лицензирование на эти детские сады. И вот у нас в России 2 таких организации,
«Планета детства» в Тольятти, там 48 садиков, и нашего, который 28 садиков. Надо сказать, что это решение достаточно было продуманное и интересное. Было разработано единое 20-дневное меню. Сейчас каждый садик, вот на данный момент все садики, 28 садиков, питаются по одному меню. То есть сегодня, если там написано, что кашка, 28 садиков едят эту кашу. Подразделение, административно-управленческое подразделение, оно занимается централизованным управлением всех детских садов. Что такое централизованное управление? Мы с детских садов забрали кадровую службу, мы с детских садов забрали снабжение, мы с детских садов забрали техническое обеспечение. То есть договора все заключаются централизованно, и финансирование все идет централизованно. То есть в АУПе у нас сосредоточено все хозяйственные финансовые подразделения, которые централизованно оказывают, помогают и, грубо говоря, практически, можно сказать, оказывают услуги детским садам. И детские сады в настоящее время занимаются только образовательной деятельностью. Ну и хозяйственные, конечно, тоже в рамках своего детского сада. Но многие, особенно муниципальные детские сады, говорят, это здорово, мы просто, если какие-то проблемы возникают, пишем заявку, и мы, АУП эти заявки удовлетворяет. В детских садах сегодня хорошая материально-техническая база, которая с каждым годом только укрепляется. Отличный педагогический состав, который всю душу вкладывает в воспитание детей. В этом году мы выпускаем 2 подготовительные группы. Провожаем детей в школу. Вновь будем принимать малышек. К нам придут в этот раз детки, которые будут совсем маленькие, с года до 2. Вот одна из групп будет такой. Мы, конечно, очень переживаем, потому что это будет наш первый опыт с такими детьми, столь ранний возраст. Но мы надеемся, что у нас все получится, потому что у нас опытные педагоги, потому что они верны своей профессии, потому что они бесконечно любят наших детей. Алмазик постоянно растет и развивается, стараясь идти в ногу со временем. В организации работают единомышленники, творческие, талантливые педагоги. Чтобы оставаться на гребне волны современного образования, они постоянно учатся, повышают свою квалификацию, а администрация старается создавать все условия для развития педагогов и реализации их креативных идей. В состав нашего объединения входят не только педагоги, инструкторы по физической культуре. Мы работаем и с помощниками воспитателей, и с кладовщиками. То есть девочки у нас разных должностей, но они тоже активисты. У каждого есть какой-то талант. То есть и они идут к нам на какое-нибудь мероприятие, то есть на выступление на любое, и с удовольствием, можно сказать так. Коллективный договор буквально перезаключался, то есть редактировался в новой редакции с 22 по 24. У нас добавились новые льготы, и для молодых специалистов тоже есть такие льготы. Это найм жилья, компенсация найм жилья. Это посещение 2 и более детей в детском саду, то есть это идет 50% от стоимости. У нас есть санаторно-курортное лечение, то есть у нас на данный момент тоже новое положение в редакции прошло приказом, и у нас теперь есть, сама организация закупает путевки в санатории, и непосредственно у нас может сам сотрудник выбрать себе из любой курорта Российской Федерации. Я являюсь председателем Совета молодых специалистов нашей организации.
Совет молодых специалистов уже действует с 1 марта 2019 года. В наш состав входит около 500 сотрудников. Мы активно участвуем во всех мероприятиях, проводимых администрацией города, района, акционерной компании «Алроса». У нас есть свой волонтерский штаб, где сотрудники помогают нашим гражданам и работникам в сложных ситуациях. Также у нас разделены зоны ответственности в области мероприятий. То есть у нас есть культурно-массовый сектор, спортивный сектор, информационная работа. Информационная работа занимает самое объемное количество времени, потому что мы ведем страничку нашего корпоративного сайта, скажем так, да, где выкладывается вся информация. Также у нас есть страничка во ВКонтакте в приложении, и у каждого своего детского сада тоже есть свои страницы. Мы всегда актуализируем всю информацию о нахождении и пребывании детей в детском саду, о их мероприятиях и также о жизни самих работников. Какие мероприятия они посетили, где они поучаствовали, если были какие-то призовые места. Мы все стараемся отмечать и обязательно рассказываем о нашей организации. Планируем немножко расширить, наверное, это, по крайней мере, у меня в голове планы такие. Мы работаем над этим. Это медицинские услуги. В каком плане? У нас достаточно большой блок медицины. По большому счету у нас работает 62 медицинских специалистов. Это поликлиника, практически поликлиника. Врачей немного, у нас в основном медсестры, конечно, работают, но мы оказываем достаточно большой спектр услуг, которые у нас оказываются бесплатно. Но при этом мы в этом году построили 2 соляных комнаты, чтобы наши детишки меньше болели. И у нас, думаю, до конца года мы все-таки закроем, у нас планируем открыть 2 физиокабинета. 8-й садик, в который у нас ходят дети с ограниченными возможностями, и в 14-м садике. Соответственно, понятно, что если кому-то прописали физиоуслуги там в больнице, а родители просто времени нету или вести, то за небольшие деньги могли бы эти физиопроцедуры оказывать у себя в детском саду. Я не считаю, что это совершенно небольшие, наверное, будут финансовые средства, но это будет очень удобно для родителей, да, в этом плане. А в итоге наша задача простая, наша задача с родителями общая, это чтобы наши дети были здоровы. Во всех детских садах АНДО «Алмазик» обеспечивается комфортно-эмоциональная обстановка и образовательная среда, разносторонне развивающая ребенка. Дети могут выбирать, как проявлять самостоятельность в соответствии с собственными склонностями и интересами. Это позволяет сделать образование дошкольников качественным, максимально отвечающим возрастным и индивидуальным особенностям каждого воспитанника.